Как общество относится к разведенному мужчине? Развестись, расторгнуть брак – это же, ой, какой позор, это же как страшно. Да, вы правильно сказали, развод абсолютно легитимен, ислам допускает разводы. Женщина, она такая же душа, такая же личность, как и мужчина. Папеньки, мужья, бывшие супруги, вы такие же ответственны за ваших детей, как и ваша супруга бывшая. Женщина не сразу приходит к такому решению. У нас просто патриархат накладывают на ислам. Вы же знаете, что я читаю ваши комментарии? Так вот, под одним из выпусков в комментарии оспаривалось право разведенной женщины на мнение. И это заставило меня задуматься на тему, а что происходит с женщинами и мужчинами после развода. И тема сегодняшнего выпуска – развод по-крымско-татарски. Селям алейкум. Селям алейкум, урметный Мусафар Лермас. Во-первых, я хочу вас поблагодарить, потому что тема сложная, тема токсичная для нашего общества. И я уверена, что это вызовет массу комментариев. Поэтому сагулнус за смелость, сагулнус за откровенность. Отдельная благодарность Сане Ханумуле Нурбею, что решили поделиться своим опытом. И первый вопрос у меня будет к вам, Лилия Ханум, как к психологу. Прежде всего, пока я готовилась к нашему разговору, я начиталась, наслушалась много про разводы. И резюмируя, скажу, что почти для всех это позор. Если не позор, то как минимум индикатор успешности либо неуспешности. Развод у мусульман легитимен, то есть такая опция присутствует, но почему-то наше общество все еще осуждает тех, кто принял такое решение. Почему? Что есть развод для нас? Да, вы правильно сказали, развод абсолютно легитимен, ислам допускает разводы. Есть некое такое отступление, что из всего дозволенного развод для Аллаха самый ненавистный. Вот очень многие этим манипулируют, начиная попрекать, упрекать, там, обвинять. Почему обвинять? Потому что у нас, в принципе, общество, которое любит кого-то обвинять. Да? Нам всегда лучше покопаться в грязном белье другого человека, чем разобраться с собой. А для меня вот это вот отступление, да, что это самое ненавистное для Аллаха и всего дозволенного, больше как бы призыв к ответственности, да, к тому, что когда вы создаете семью, к этому уже изначально нужно подходить с огромной ответственностью. И когда вы приходите к решению о разводе, это тоже нужно завершать с большой ответственностью, потому что это все-таки жизни людей. У нас, к сожалению... Если говорить про общество, общество делится на 3 типа, но я хочу озвучить 2, потому что они самые интересные. Что вы упускаете тогда? Я упускаю среднюю, адекватную сторону. Да? А озвучить хочу крайности. Вот у нас одна крайность – это терпилы. Простите, из песни слов не выкинешь, буду говорить, да, называть вещи своими именами. Терпила – это когда я буду терпеть во что бы то ни стало, потому что это позор, потому что общество, потому что еще что-то, потому что бабушки всегда терпели. Поэтому в семье абьюз, в семье зависимый, алкоголик, там, наркоманы, игроман, еще какие-либо зависимости. И мы терпим, потому что вот надо терпеть. А вторая категория – это такие вот пофигисты. Я их еще иногда называю дегустаторы, которые, знаете, в брак зашел, попробовал, в другой брак зашел, попробовал. Вот по жизни они дегустируют. Ни первая, ни вторая категория к тому, что такое семья, если мы будем говорить про фундамент, про ценности, да, про важную ячейку общества, они не способны семью создавать в принципе. Поэтому... Если мы вернемся к вопросу про позор, я считаю, что это болезнь нашего общества, которая, вы знаете, вот когда про терпение, да, что нужно все терпеть, когда это было послевоенные годы, я понимаю, почему это присутствовало. Это были искалеченные мужчины, да, это были мужчины, которые часто уходили в алкоголь, они не могли справиться, да, не было ни помощи, ничего не было. Вот кинули, да, разбирайся. ПТСР еще не было. Вообще ничего не было, и психологов не было, там у людей единственная задача выжить и как-то восстановиться, а там уж как криво-косо, неважно. На данный момент, я считаю, вот это терпение, это предательство не только себя, мы забываем о том, что у нас живут дети. И когда кто-то начинает говорить: позор, ты развелась, ты должна была потерпеть. А что терпеть? Когда тебя избивают? Или когда ты каждый день, твои дети видят застолья, пьянки, разборки какие-то, когда папу тащат пьяного с улицы? Разве это не позор? Но у нас гораздо страшнее, если женщина не выдержит и уйдет. Поэтому к теме позора лично я считаю, что это уже пережиток прошлого, и мы должны все-таки
ну, как-то более здравую позицию занимать. Как было раньше при бабушках, это модное такое сейчас слово, бабушки вот так жили. Бабушки жили в абсолютно другое время. А у нас безответственность сегодня начинается в тот момент, когда я понимаю, что мое время другое, а жить хочу по старинке. И что мне это дает? Если мы будем говорить про вторичные выгоды, психологи любят такое, да, словосочетание, это перекладывание ответственности на предков за то, что я здесь сегодня не справилась. Это они виноваты будут в том, что я абсолютно не готова к взрослой современной жизни, которая диктует совершенно другие нормы и правила. Евгения Ханум, что говорит ваш опыт? Не только как адвоката, вы прежде всего мама и мама 4 дочерей. Вы знаете, я прежде всего хочу сказать, что семья, как и любая конструкция каких-то определенных социальных отношений, это договор. Да, это союз, это договор, в котором стороны имеют определенный набор и прав, и обязанностей. И вот когда какая-либо из сторон нарушает вот эти права, чьи-то права, да, другой стороны или там вот детей, или же не выполняет свои обязанности, то здесь речь идет об ответственности. Да? И вот эта вот мера ответственности, она возлагается на обе стороны. На обе стороны. Здесь, как правило, в любом, ну, будем говорить так, формате, когда стороны расходятся, как правило, есть две стороны. Развестись, расторгнуть брак – это же, ой, какой позор, это же как страшно, понимаете? А что же скажет княгиня Мария Алексеевна? То есть, какой же будет потом резонанс, какое будет общественное мнение по поводу тебя, да, по поводу вашей ситуации, конкретной, индивидуальной, персональной. Никто не будет там разбираться, что и как, да, в деталях. Просто будет сам факт, разведенка или разведенный, понимаете? И у нас, у крымских татар, да, действительно, это традиционно сложилось, что расторгнуть брак, развестись, особенно для женщины, это есть позор, это есть плохо. Не будут разбираться, что он там бил по несколько раз в день, да, что не проявлял интереса к воспитанию детей, то есть не выполнял свои ответственности, будет позор ложиться именно на женскую половину. Потому что она не смогла сохранить брак, она не смогла в какой-то степени быть очень мягкой, быть там, я не знаю, дипломатичной, быть хитрой и так далее. На мужчинах в этом плане ответственность лежит меньше. Да, действительно, но у нас сегодня другие реалии. Мы живем сегодня немножечко в других реалиях. Вот Ханум сказала по поводу возложения ответственности на наших предков, что вот так традиционно сложилось. Это наш менталитет. Ну, это наш менталитет, есть, да. Но вместе с тем сегодняшние реалии немножко демонстрируют другое. Вы же видите, да? Буквально полгода назад была пышная, красивая свадьба с огромными финансовыми затратами, я не знаю, там, шариками, с куклами там на машине. Не прошло и полгода. А что такое, что случилось? Сказка закончилась. Да, сказка закончилась. Ну и что? Как бы было все, да? Помимо такой пышной, красивой свадьбы, и жилье, и даже машина, и все. А что ж такое? Что случилось? Ну, в деталях никто не разбирается. Никто не разбирается, говорили, но традиционно сложенная схема, вот эта конструкция социальная, в которой мы живем, да, развод, расторжение брака – это есть плохо. Но я хочу сказать, если для одних это расторженный брак – это катастрофа, это недостаток, то есть либо женщина, либо мужчина говорит, я ущербный, во мне проблемы и так далее, то для других ситуациях это старт, это свобода. То есть это начало какой-то новой жизни. Поэтому здесь все очень относительно, и все очень индивидуально, и все очень персонально. Ленур Бей, ну вы как единственный мужчина в нашей сегодняшней компании, стоит ли сохранять брак любой ценой? Вы пережили этот, как Сусанна Ханум сказала, дождик в своей жизни. Как это проживает мужчина? Мы тут все через, скажем так, женскую призму смотрим на эту историю. Я думаю, что в целом стоит, конечно, сохранять брак как таковой. И вообще... Нет, я имею в виду любой ценой. Любой ценой. Ну вот я, собственно, и начал с того, что я думаю, что как бы брак, он подразумевает действительно союз, да, договоренность, создание семьи в первую очередь. Поэтому с точки зрения сохранения брака как семьи, я думаю, конечно, стоит делать попытки сохранить, если это интересно. Если там нет каких-то вот таких вот крайностей, как там рукоприкладство, да, то, конечно, это уже действительно идет насилие, да, в прямой форме. Вот опять же, тут, как было сказано, сугубо все индивидуально. Кто-то готов терпеть это, да, во имя, во благо чего-либо, а кто-то принципиально не терпит даже оскала на лице, допустим, да, в отношении там своего партнера по жизни, не говоря уже о каких-то физических проявлениях.
Вот. Тут есть и другие моменты. Тут бывает, что элементарно есть неудовлетворенность там, в финансовом плане. Допустим, там у человека было сегодня все хорошо, завтра там какие-то жизненные обстоятельства, которые создали некую паузу в этом достатке, например. Да? То есть какие-то жизненные испытания, которые, опять же, надо бы вместе пройти, да, и некоторые могут войти в панику, и вот все начинают сравнивать с другим, скажем, человеком, да, более успешным. То есть это такой, наверное, достаточно меркантильный, может быть, подход. Если так, то, конечно, наверное, дальше плыть уже не имеет смысла, как говорится, вместе. Конечно, остается так или иначе попытка сохранить семью, особенно когда в ней есть дети, да, больше всего конечно. Их жаль. Вот. Особенно если с трепетом относишься к своим детям, не поверхностно, так сказать, когда чаешь в них душу свою, кровинушку свою. Вот, поэтому, несмотря даже вот на какие-то вот такие вот ощущения того, что что-то вот пошло совсем не так, что когда ты указываешь на то, что это всего лишь там мелочи, какие-то трудности жизни, давай там пройдем, как-то это переживем. Вот. Но когда уже понимаешь и видишь, что у человека свои все-таки уже какие-то планы, и человек принял решение. Да, тут уже, как говорится, насильно мил не будешь, приходится, как говорится, смиряться, поэтому тут тоже надо понимать вот любой ценой. То есть, да, можно, конечно, ходить, там, в двери стучаться, биться, там, вплоть до того, что там тебе говорят, ну, уйди уже отсюда, сейчас там милицию вызову там, или еще что-нибудь. Ну, вот в таком духе. Ты понимаешь, что да, ну, значит, человек уже действительно так настроен, что как бы вот... Шансов нет. Да, вот оставь, иди своей жизнью, и вот, а в остальном мы как-то там разберемся. Да, договоримся. То есть тут уже как бы понимаешь, осознаешь, что да, ситуация такая, и уже как бы смиряешься с этим, и... как-то стараешься принять это и жить. Для мужчины, Богусланас, для мужчины развод и, в общем-то, отношение общества к разведенному мужчине такое же, как вот может быть для женщин. То есть у нас тут женская призма, скажем так. Как общество относится к разведенному мужчине? Да, в целом-то нормально. Я думаю, что, собственно, как и к женщине. Да, конечно, к женщине, наверное, больше с нее спрос, да, как говорится, потому что все-таки мы привыкли к таким понятиям, что женщина, она хранительница очага, да, то есть она все-таки идет за мужем, да, то есть она как бы подразумевается то, что она его, ну, как бы служит, да, в хорошем смысле этого слова, своему супругу. Вот, соответственно, наверное, должна проявлять какую-то свою мудрость по отношению к мужскому началу, да, к его каким-то, к его природе, да, потому что, да, понятное дело, мужчина, он все равно обладает какой-то своей природой, да, какой-то своей стихией, там, вплоть там, до каких-то животных инстинктов, да, будем так говорить. Это тоже может быть причиной веского, как говорится, несогласия. Да? Вот. В этом плане, наверное, больше снисходительности к мужской половине. Вот. А вот в плане по отношению к женщине, то тут да. Ну, если смотреть на это философски, так скажем, по справедливости, то женщина, она такая же душа, такая же личность, как и мужчина, с такими же болевыми ощущениями, как психологическими, так и физическими. То есть я не думаю, что это настолько разные космические какие-то создания. А наше общество понимает это? Ну, по-философски оно к женщине относится, разведенной? Ну, тут уже, опять же, все зависит от человека, насколько он вообще интересуется миром, насколько он наблюдает, насколько он чуток к миру, к людям вокруг, насколько он относится к другим относительно себя, да, насколько вот он себя ставит на это место, насколько он милосердный. Санханум, когда вы приняли решение, что ваш брак, ну, у вашего брака нет будущего в таком виде, в котором он есть, и как это решение давалось, с чем вы остались в итоге? С какими эмоциями, в первую очередь? С того, что развод на самом деле ни для женщины, ни для мужчины это самый, да, решительный такой момент. Женщина приходит, по моему опыту, исходя, буду говорить из своего опыта, только исключительно только тогда, когда она понимает, что она просто не услышана, не понята. Ну, я, например, да, Лилия Ханум, вы послушали, но там были более резкие причины. Категоричные, допустим, я буду опять исходить из своей ситуации. Допустим, я не ходила никогда в синяках, да, там, но были другие моменты, где на самом деле просто ты психологически подавлена, ты просто никто.
Это, туда входит все, и культура, и твоя внешность, и все, и все. И тогда ты начинаешь понимать, для чего я существую в этой семье. Если я буду давать обществу здоровое общество, ну, мне нужно дать обществу здоровых детей, тогда я должна сначала здесь решить. И когда ты решаешь все это поэтапно, и ты видишь, что каждая лесенка проваливается, смысла я не вижу вообще продолжать. Так, как сказала Лилия Ханум, терпилой, да, на самом деле я, например, считаю себя терпилой. Нельзя терпеть, ничего абсолютно. Разводиться – это самый плохой поступок, да, вот, скажем так, и в религии смотрится так, и в обществе. Но вот я сделала такой анализ. Почему-то, когда у женщины умер супруг, она вдова, ее можно жалеть, она в обществе так, да, скажем, как-то вот ее оберегают, сохраняют, да, там люди помогают, где-то там защищают. А ты, когда развелась, то есть, получается, все, на тебе черное клеймо, ты не можешь... У меня сузился круг общения, особенно с замужними, да. То есть я пыталась понять, почему это. На самом деле, вот что разрывает? Ну, я понимаю, что ценности. Человек, допустим, на улице хороший, религиозный, все шикарно, все пример подает, а в доме он не может сказать «пожалуйста». Дорогая, вот тебе стакан. То есть для кого-то вот это даже важно, понимаете? Не обязательно материальные стороны, не обязательно что-то там, а вот это не услышано, пожалуйста, вот. А ты должна, ты обязана, ты... Ну, вот это разрывает. Как вы думаете, Лилия Ханум, общество у нас агрессивно по отношению к разведенным мужчине и женщине? Есть ли разница в ощущениях? Ну, чего стоит только выражение, да, разведенка с прицепом. У нас общество не только к разведенной женщине агрессивно, но и к детям разведенной женщины. И я считаю, что это огромная проблема. Я хочу немножко вернуться к тому, вот, что до этого говорилось. Мы забываем о том, что когда мы вступаем в брак, мы идем туда за счастьем. Все хотят быть счастливыми. Что такое счастье в представлении современной молодежи? Это когда я надела розовые очки, накрыла своего партнера розовой простыней и люблю тот образ, который придумала я. Причем это абсолютно справедливо как для той стороны, так и для этой стороны. Что происходит, когда я вступаю в брак? Когда я вступаю в брак, оказывается, что ценности абсолютно разные. Умение проживать кризисы, а в семье огромное количество кризисов, абсолютно разное. И очень многие не готовы, потому что мы вступаем в брак детьми. Мы не вырастаем, мы не взрослеем. Мы идем, потому что надо, потому что папе надо, маме надо, потому что возраст. Но мы не готовимся к этому. Мы, когда детей в образование отдаем, мы их готовим. Английский, французский, немецкий, там куча языков, там какие-то предметы. Но когда в брак отдаем, мы ни к чему детей не готовим. По образу и подобию, извините, мы не умеем семью формировать, какой она должна быть. По какому образу и подобию они должны создавать свою семью. Как по мне, я бы вообще школы создала для всей молодежи. Семейно-строительные? Да. Но вот если возвращаться к основе брака, вот после ответственности, вот первое – это ответственность. Ответственность свойственна только взрослым, зрелым людям. Если так, то это уже семья, обреченная на успех. После ответственности идет, вот с точки зрения ислама мне очень нравится, когда в Коране говорится о том, что вы должны находить успокоение друг в друге. Понимаете, это союз двух людей, двух душ, двух каких-то эмоциональных субстанций, не побоюсь этого слова, да, и они должны сливаться. У нас как происходит? У нас мужчина и женщина так сходятся, вот так вот сходятся. И вот какой-то конфликт, какая-то ценность, какая-то там, да, какой-то взгляд. И все, что нужно сделать, это сделать вот так. И тогда вот этот союз становится очень крепким. А у нас, извините, как барашки. Вместо того, что лоб в лоб, каждый отстаивает свою позицию. Да. У нас в основе брака не успокоение найти, а какой-нибудь такой вот бой пройти. Огонь, воду, я вышел, я там победитель, я рыцарь. Зачем это женщине нужно? Зачем это мужчине нужно? Мы калечим детей, которые рождаются в нашей семье. Я уж не говорю про наши раны, да, которые приобретают люди в ходе таких браков. Поэтому немножко поменять ценность. Во-первых, поднять в обществе ценность семьи, потому что когда вы травите женщину, которая развелась, а ислам не порицает эту женщину. Более того, ислам призывает, что бери такую, бери с детьми. Это для тебя даже хорошо, потому что мужчина, который берет себе по исламу женщину с детьми на обеспечение, он огромное вознаграждение получает. Это правильно.
И вот когда мы эту семью все-таки поднимем по системе ценностей, не так, как мы привыкли, у нас автономность, у нас индивидуализация, которая пошла в крайности. Это же неплохо. Это плохо, когда это в крайностях. А у нас должны быть две автономные личности, которые в этой семье понимают ценность и осознанно подходят к каждому поступку, который они совершают. Ну, я перебью вас. В нашем обществе как принято? Ну, все, она развелась, а у нее дети, у тебя же дети. То есть, получается, этот человек обречен на что? На одиночество, на изгой. Да. Вы о женщине? Да. Так, подождите, уважаемые. Извините, теперь я свои 5 копеек хочу ставить. Я же почему начала с того, что семья обязательно. Вы поймите, что когда расторгается брак, и дети остаются с мамой, это не означает, что вся ответственность за детей ложится на маму. Ответственность в том числе остается и на отце, который пусть даже там в режиме онлайн с ними общается, пересылает им эти алименты ежемесячно. У него обязанность принимать участие в воспитании ребенка, не только его материально содержать, понимаете? И поэтому, когда некоторые мамочки чинят препятствия в том, чтобы отец общался с детьми, а то только алименты платит, это тоже есть нарушение прав этого отца. Поэтому здесь вот я категорически не согласна с тем, что ответственность ложится полностью на женщину, уже на женщине там клеймо и так далее. Папеньки, мужья, бывшие супруги, вы такие же ответственны за ваших детей, как и ваша супруга бывшая, как мать ваших детей. Поэтому, и вот в продолжение того, о чем вы сказали, ну, я так думаю, что это вот просто культура ведения семейной жизни, да, о том, что, мне кажется, все идет из самой семьи, понимаете? Вот как ваши родители относились друг к другу, вы точно так же будете проецировать ваши отношения уже вновь вами созданной семье. Дети учатся исключительно только на примерах, на ваших поступках, на вашей жизни. И поэтому здесь можно сколько угодно вводить там курсов, да, и так далее. Но это нужно, это нужно. Об этом нужно рассказывать. Я не знаю, на уроках в школах. Даже в джами нужно это проповедовать. Нужно в джами проповедовать нашим имамам о семейных ценностях. Да. Но я еще раз, можно поумничать немножко? Ну, да? Полминутки, да, полминутки. Все наши вот социальные нормы, что бы это ни было, да, нормы религии, там, морально-нравственные нормы, правовые нормы, даже технические нормы, они между собой очень тесно взаимосвязаны. Очень тесно взаимосвязаны. И это очень напрямую касается вот семьи. Вот все исходит от семьи. О чем мы говорим в семье, да, что мы делаем в семье и так далее, все исходит отсюда. Но если наши мужчины ходят на джума намаз по пятницам, там проводятся хутбы, да, перед джума намазом там еще о чем-то рассказывают, здесь самое место и самое время говорить о семье, о семейных ценностях, о правах женщин. Права женщин в исламе, мне кажется, там их больше, чем обязанности. Это вы подтвердите, да? На самом деле, с точки зрения ислама женщины там не бесправные. Наоборот, проповедоваться должно почитание, уважение к женщине, к матери, в том числе к разведенной и к вдове. Это, кстати говоря, в исламе имеет место. У нас просто патриархат накладывают на ислам. Поэтому у нас такая... В исламе-то этого патриархата особо нет. Давайте слово дадим Лену. Про детей пока была в тему. Просто про детей. Я коротко. Вот правильно затронули тему детей. У нас с детьми беда. Мы забываем о том, что дети – самая уязвимая часть семьи. А у нас взрослые как решают свои проблемы? Через манипуляции детьми. Они детям высказывают свои обиды на родителей. Вот правильное завершение любых отношений начинается с детей. Если уж вы приняли такое решение, вы должны детей вообще отгородить от этого. Я считаю, что это преступление и по человеческим, по религиозным, и по правовым, да, нормам. Ни в коем случае. Они настолько, их психика не окрепшая, не готовая, они другими глазами смотрят на вас. Это для вас ваш муж плохой. А для ваших детей он идеальный папа. Извините, дети любят алкоголиков, родителей. Они их любят до безумия, до определенного возраста. Дети любят своих родителей, кем бы они ни были. Кем бы они ни были. И когда мама или папа начинают манипулировать, не дают видеться с детьми, а обвиняют, что-то говорят в присутствии детей о том, какой родитель плохой, я считаю, что этот человек совершает огромнейшее преступление, которое рано или поздно все равно оно ему вернется. Оно может вернуться и в этой жизни посредством того, как выросшие дети будут относиться к нему. Я думаю, что и в судный день это не обернется ничем хорошим, потому что это очень сильный разрыв родственных отношений, это отношения с родителем. Вот за это переступать никогда нельзя. Нурбей, у нас таки патриархат или уже матриархат? Да, частично и так бывает. Везде по-разному. Тут уже все каждый... индивидуально? Ну да, тут каждый сам себе решает.
На разведенном мужчине стоит вот такое же клеймо, как на разведенной женщине? Да я бы не сказал бы, что вообще как таковое клеймо. Опять же, все относительно с точки зрения каждого человека. Кто-то смотрит на это как на клеймо, да, как на прокаженного человека, а кто-то смотрит на это с пониманием, опять же, относительно своего опыта. Да и если не имел такой опыт, все равно, насколько он чуток к личности как таковой, к его душе, насколько он ее чувствует, насколько он способен анализировать вообще человека, его какие-то человеческие качества. Ну, наверное, как и Мине Ханум сказала, все-таки как заложено изначально фундамент в семье, как это было показано. Ну, знаете, семьи бывают разные. Бывают, что и у мужчины, и у женщины вполне нормально, удачные семейные отношения в родительские, да, родительский опыт удачный. А вот личный брак может по разным причинам распад. Я тут, кстати, провела маленький опрос, не претендую на репрезентативность, опросила и мужчин, и женщин, до которых у меня дотянулись руки, что называется, да. И я просила их рассказать, по какой причине распался брак. То есть, если уж мы говорим про развод, то нужно проговорить и про причины. Это были и мужчины, и женщины разных возрастов, разных социальных групп. Не претендуя на репрезентативность, назову несколько таких вот повторяющихся причин. Измена, насилие. Чаще эту причину развода называли женщины 50+, есть немножко и 35+. Не совпали характерами, мы оказались чужими людьми, у нас оказались разные цели в жизни, безответственность, здесь и в финансовом контексте в том числе говорилось. Ей хотелось все время праздника, а мне спокойной семейной жизни, разлюбил или разлюбила. Вот это наиболее часто называемые причины. Мине Ханум, что говорит ваша юридическая, правовая, адвокатская практика по этому поводу? Какие причины? Абсолютно они также подтверждаются, потому что когда к тебе человек обращается, вот мне нужна ваша помощь, как юриста, обратиться в суд, а что такое? Вот расторгнут брак хотим. А что случилось? Причина какая? Ты выясняешь вначале причину, чтобы мотивировать это в исковом заявлении. Как правило, это адюльтер, это абьюз. Адюльтер – это измена. Да. Как правило, это абьюз, причем это не только может быть такой, знаете, рукоприкладстве выражаться. Да? Это может быть и психологический абьюз. Причем он, вы знаете, намного чаще, и он намного болезненнее. Да. Понимаете? Потому что это носит такой системный характер. И буквально человек говорит, вы знаете, я просто изменилась, я перестала быть собой. Я стала просто другим человеком после жизни этого человека. Так оно и есть. К сожалению, вот те браки, в которых причина, это вот ей хотелось все время праздника, а мне нормальной семейной жизни, это, как правило, такие, знаете, краткосрочные браки, я их так называю. Да? Которые сначала пупсы на машине, а потом развод. Да. А вот браки, в которых причина, которых становится там вот измена, абьюз и так далее, или же вот у нас разные оказались цели, мы не сошлись там характером. Это уже такие браки, в которых имеются дети. Вот, к сожалению, да, это уже с таким более такой длительный, будем говорить так, браки. И, к сожалению, вот опять-таки в продолжение вашей темы, когда дальше вникаешь в суть спора и так далее, и пытаешься понять, потому что юристы, они не только юристы, они иногда и психологи. Пытаешься понять, в чем причина и так далее. Ну и когда видишь, что причина-то в принципе она решаема путем достижения какого-то определенного договоренности, да, вот разобраться. А вот, может быть, мы пересмотрим эти отношения, может быть, мы все-таки не будем это доводить до судебного разбирательства, понимаете, да? Вот в таких ситуациях, то есть путем медиации, не медитации, а медиации, то есть это досудебное разрешение спора, пытаешься это объяснить людям. И вы знаете, в моей практике очень было много случаев, когда... У вас получалось? Получалось. Вы знаете, и я этим могу гордиться. Плюсики в карму. Плюсики в карму, может быть, даже так. Да? Я не знаю, как там в дальнейшем сложилась их жизненная ситуация, но, по крайней мере, мне говорили о том, что мы исковое заявление не подали, хотя оно было подготовлено и направлено клиенту, мы все-таки договорились. И самое страшное вот в этих ситуациях, что заложниками вот этих споров и вот этих вот недопониманий друг с другом между достаточно взрослыми людьми, которые, в принципе, в состоянии договориться в любой ситуации, даже при наличии рукоприкладства, становятся дети.
Ну, как обычно. И родители, они манипулируют детьми. И вы знаете, очень часто дети становятся орудием для того, чтобы разобраться друг с другом. Вот это самое страшное. Потому что здесь нарушается психика ребенка. У детей появляются признаки ущербности. Это потом непременно будет отображаться на их дальнейшей судьбе. И вы знаете, все вот эти ущербные моменты, они потом проявляются в каких-то таких, знаете, достаточно, ну, будем говорить так, ярко выраженных там, чертах характера этого человека. Оно отражается на его судьбе, когда он уже повзрослеет. Поэтому я всегда пытаюсь это объяснить сторонам, что попробуйте разобраться. Если вы не достигаете какой-то договоренности, соглашения, потому что, опять-таки, это ли создание семьи, либо когда вы расторгаете этот брак, эту семью, здесь тоже имеет место договоренность. Здесь тоже имеет место форма договора. Сели и рассмотрели какие-то формы, да? Например, раздела имущества. Или еще об этом поговорим. Да, порядка определения там, общения с детьми, да? Порядка, с кем будут дети проживать, какой размер алиментов будет и как там вы будете их выплачивать. Обо всем об этом можно договориться. Поэтому это более такая, знаете, приемлемая форма. Ну, мы начали с причин разводов, да, распада браков, но, мне кажется, мы не проговорили, хотя у нас тут прозвучало, да, что обычно, скажем так, ответственность за сохранение домашнего очага, она обычно ложится на женщин. То есть в нашем обществе есть такой стереотип, что за это, так сказать, за эту опцию в семье отвечает женщина. Насколько, Ленур Бей, это соответствует реальности и какова роль мужчины? Он также ответственен за сохранение домашнего очага, как и женщина. Ваш мужской взгляд на эту тему? В целом, я никогда не задумывался над тем, кто должен больше работать над тем, чтобы сохранять тот самый очаг. С моей стороны, оно видится больше как-то интуитивно. Каждый просто вносит свою лепту, что-то делает для семьи, какие-то полезные дела. Да, тут, наверное, самое главное – это взаимопонимание. Когда есть взаимопонимание, тогда оба понимают и даже как бы не считают, не делят, кто ответственен за сохранение семейного очага. Это союз, и тут работают, как говорится, трудятся вместе. То есть это исключительно договоренность двух людей, мужчины и женщины. Как они определят, так оно и будет распространяться, разделяться, точнее, эта ответственность. Да, ну опять же, вот насколько они понимают друг друга вот в концепции семьи, да, как таковой. То есть, если они понимают, как оно в норме должно быть, то тут, наверное, не возникает вопроса и дележки, кто там сделал больше, кто меньше, кто ответственен за сохранность того самого очага. Оба охраняют, как говорится, свой дом, свой огонь. Огнище. Да. А скажите, вот подобный взгляд, мужской взгляд, или вообще просто как человеческий взгляд, да, как взгляд взрослого человека, он эксклюзивен? Это только ваш взгляд? Насколько такое мнение, скажем так, характерно для всего нашего общества? Все ли думают так, как вы? Ну, я не думаю, что мой взгляд особо эксклюзивный. Я думаю, скорее это... Вот было сказано, что родители, мы смотрим на них, как они, какие у них взаимоотношения складываются, да, учитывая какие-то бытовые, скажем так, неразберихи, да. Но в целом, например, я видел, что все-таки они примирялись, не приходили к каким-то крайностям, там, не разбегались. Вот. И, наверное, это как-то воспитывает. И поэтому относительно такого воспитания, глядя на какие-то, так скажем, проблемы, да, не воспринимается это прям такой проблемой, из-за которой можно вот так вот калечить друг другу жизнь, судьбу, например. Да. Вот все-таки, опять же, расставляешь приоритеты, что важнее. Санханом, она не смогла сохранить семью. Я очень часто слышу вот в обществе такие фразы. Это такой, знаете, рабочий мем, что называется, когда разводится женщина и рушится семья, да, какая-то. Почему обычно ответственность возлагается на женщину? Вы знаете, я очень часто размышляла над этим вопросом, почему такая ответственность возлагается на женщину. Ну, как по мне, я так себя, либо, может быть, я успокаивала так себя. Ну, я так поняла, что мы все-таки даем обществу детей, да? Угу. То есть мы... Наша природная функция. Да, то есть у нас есть рассада, которую мы будем
давать обществу, и из этого исходит, какие они будут в дальнейшем. И все-таки, как по моему видению, в итоге зачастую женщина решает, как дальше быть. То есть хорошо ли этим детям в этой семье, ей хорошо ли. То есть женщина начинает понимать себя, когда она не терпит, а понимает, и только потом она, да, на самом деле. Но я всегда говорю, женщина не сразу приходит к такому решению. У нее все поэтапно. Думает, а здесь решим так, а вот здесь так. И когда все моменты пролом... Все ли женщины все. Экспериментируют? Все ли женщины ищут Нет, выход? к сожалению, я же говорю, вот всегда говорю, все-таки очень у нас общество, вот как бы вот это подавление, да, вот со стороны общества дает все-таки такой то ли страх, то ли что, вот, ну вот что-то непонятно. Ну вот как по мне, в нашем особенном менталитете это принято. А вот все, ты разрываешь семью, все, ты заключенный, ты проказник, все, ты сделала огромное преступление, ты все, ну как бы, вот из этого и исходит вся вот эта, мне кажется, негативная, агрессия, хотя женщина, еще раз говорю, и вдова, и разведенная, они на равных правах, они в обществе должны, как по мне, оберегаться, сохраняться. Все должны как-то более... А тут нет. Лилия Ханум, скажите, вот домашний очаг и обязанности женщины, они такие же, как мужские обязанности? То есть справедливо ли, что вся ответственность за сохранение домашнего очага возлагается на женщину? Ну, и если этот очаг внезапно потух, то опять же виновата женщина. Вот как правильно было сказано, семья – это договор. И вот на этом все опирается. Есть в исламе определенные правила, кто какие функции, какие роли должен выполнять. Но ислам всегда оставляет на внутрисемейные договоренности. Он не закреплен вот только так и никак иначе. И вот два взрослых человека. Вот то, как я показывала, да, где-то чуть подвинуться. Каждый должен двигаться, потому что у нас как получается? У нас сегодня в семью приходит девочка, которая должна полностью раствориться в семье мужа. Это ломание личности человека, потому что ее ценности, у нее есть мама, папа, они что-то ей передали, и она хочет этим поделиться. И в этом, по сути, нет ничего плохого. Людям нужно снимать корону с головы, как мужчинам, так и женщинам. Мы очень часто любим эту корону на себя надевать, отсюда все проблемы. И включать навыки коммуникации. Не умеете коммуницировать, идите учитесь. Ответственность абсолютно равная на обоих партнерах. Просто здесь мы больше будем говорить про роли. Есть роль отца-добытчика, у папы есть своя роль введения ребенка в социум, он это делает по-другому. Есть мамина роль. И если мама... Например, с позиции ислама женщина не должна работать, да, но если она хочет, никто ей этого не запрещает. Но все-таки ответственность за материальное больше лежит на мужчине. Хотят поменяться местами? Да, пожалуйста, если обоих это устраивает. Это не повод для того, чтобы кто-то со стороны влазил в семью и говорит, что у вас тут не так. Пусть. Тем не менее, роль папы, она ведь все равно сохраняется, даже если он не зарабатывает. Он дает ребенку то, что может дать только мужчина, так же, как и женщина. И когда мы говорим про сохранение домашнего очага, знаете, в чем основная вина каждой женщины, если уж мы будем об этом говорить? В терпении. В безмерном, чрезмерном терпении. В целом, как и мужчина на самом деле. Вместо того, чтобы терпеть, что придает вот это неправильное терпение, да? Я не говорю сейчас про то, что вот какой-то кризис в семье, там какая-то проблема, и мы терпим, да, какой-то период времени. Когда это просто наша вот модель поведения. Что происходит во время терпения? Это как болото, застойная вода. Оно все начинает свести, извините, вонять. И в итоге в этих отношениях, кроме негатива, ничего нет. Когда у тебя на поверхности только какая-то злость, обида, ненависть, какие-то дурные мысли, очень сложно, в принципе, разговаривать. Вот в наше время, я понимаю, раньше люди жили, да, вот мы уже поговорили, там психологов не было, ничего не было. В наше время не обратиться за помощью, у нас даже юристы обладают уже психологическим каким-то навыками, да, образованием, они уже могут помогать. И придите вы к семейному психологу. Действительно, вот из всего списка, который вы сегодня перечислили, на моем опыте, на моем мировоззрении, да, скажем так, кроме физического насилия, все остальные браки, даже измена – это то, с чем можно работать. Измена всегда появляется на пустом месте в семье. Как бы это сейчас не шокировало, да, общество, но третий всегда появляется там, где для него освобождается место.
И вот эта вся непроговоренность, неудовлетворенность, недоговоренность, она как раз-таки вот... Потому что не обратились вовремя за помощью. У нашего народа нет уже такой традиции прийти попросить о помощи. Нет, я все сама, да. Я терплю. Поэтому на самом деле меня очень радует тенденция... Мои коллеги делятся тем, что все больше и больше мужчин приходят к семейным психологам, обращаются за помощью. И это хорошо, потому что, по сути, именно он должен быть ведущим этого корабля под названием «семья». Это круто, когда есть такая осознанность. Миниханум, я очень часто видела так называемые фасадные браки, да, когда на показ демонстрируется счастливая семья, благополучная семья во всех отношениях, и вроде есть внимание мужчины к женщине, и женщины к мужчине, и вроде дети все отлично, и достаток материальный, то есть по внешним показателям все окей. И внезапно такая семья распадается, и наружу выходит, что и там и измены, либо абьюз во всех видах, каких только можно было. Как это у нас происходит? Почему в нашем обществе, по моим ощущениям, стали учащаться такое количество фасадных браков? Опять-таки, вы говорите «у нас», вы имеете в виду крымских татар? Я сейчас, частью, да. То есть объектом моего исследования. Да. Опять-таки, вы знаете, здесь большую роль играет общественное мнение. Все-таки мы вот в этом каркасе, вот в этой конструкции живем, понимаете, мы, опять-таки, возвращаясь к тому, что мы очень тесно, все наше поведение очень тесно связано. И все-таки для некоторых людей вот все-таки общественное мнение, а что же окружающие будут говорить, да, вот если мы расторгнем брак и так далее, все-таки вроде такая семья, да, действительно хорошая, все, но мы же не выставляем того, что там у нас внутри на показ. И вот это каким-то образом до определенного времени сдерживает, пока та или иная сторона не возьмет на себя смелость это все оборвать. Либо критическая точка. Либо какая-то критическая точка X наступает, да, когда уже дальше жить невозможно. И вот тогда эта сторона, которая взяла на себя вот эту ответственность для разрыва этих отношений, берет на себя смелость продолжать и жить дальше. И вот какая это жизнь дальше, это уже другая тема, да? Другой разговор. Но, опять-таки, вот Ханум сказала, да, по поводу расторжения браков. Я хочу сказать из своей практики, что более 50%, я бы даже сказала, большая часть, ближе там 80%, инициаторами расторжения брака все-таки становятся женщины. Именно они берут на себя смелость прервать эти отношения, прекратить вот эту вот пагубную, вот, понимаете, для детей, для ее там состояния, да. Вот тут уже, как вот кто-то сказал из вас, тут уже абсолютно наплевать на то, что скажут. Но поговорят 3 дня. И на этом все закончится. Но вместе с тем, до определенного времени все-таки вот этот страх того, что а что же будут говорить люди, и каким образом это будет отражаться на моих детях впоследствии, понимаете, и на моем там имидже, или там на имидже детей и так далее, там, разведенка и так далее, не смогла, не сохранила, это сдерживающий фактор является. Но, опять-таки говорю, все-таки женщины, я не феминистка, боже сохрани, но я хочу сказать, что все-таки женщины в этих ситуациях, они более смелые. Они на себя берут ответственность за то, чтобы эти отношения прекратить и берут на себя смелость начать новую жизнь. На самом деле новую жизнь начинают и мужчины, и женщины. Здесь никто не останавливается. Нет, конечно, у мужчин тоже будет новая жизнь. Куда же ему деваться? Ленурбей, нужно ли сохранять брак только ради детей? Желательно. То есть, несмотря на то, какие там отношения между мужчиной и женщиной, все равно нужно вот терпеть и двигаться дальше. Почему? Потому что есть дети. Если там уже, как говорится, совсем есть такие веские причины, опять же, буквально, может быть, даже просто уже неинтересно, да, то есть, опять же, есть какие-то свои цели, просто как проект завершился, все, вот, не актуально. И такие могут быть причины окончания как такового союза. Вот. Или же такие вот часто распространенные причины. То есть, если человек принимает для себя решение, что нет, это он терпеть не будет, не хочет и вообще хочет начать новую жизнь и верит в какие-то перспективы свои, в таком случае тут и дети не остановят. Тут уже человек, он все равно думает о том, чтобы ему как-то было хорошо, комфортно, да, чтобы элементарно быть счастливым человеком.
Вот. Тут уже кто насколько готов собой пожертвовать ради Что нужно детей. сделать, чтобы пережить эту ситуацию, сохранить брак ради детей? Часто ли у нас прибегают к помощи, исходя из вашего опыта, к помощи психолога, возможно, каких-то близких людей, которые могут модерировать, скажем так, эту ситуацию? Есть ли у нас такая практика? Опять же, кто насколько готов справиться с самим собой, со своими эмоциями, да, то есть кто-то, да, действительно идет к психологу, дабы, может быть, подтвердить какие-то свои мысли, ощущения, или просто элементарно найти просто спасение, потому что человек растерян и не знает, прав ли он, виноват ли он, хотя бы там найти какие-то ответы, да. А бывает, что человек имеет смелость проанализировать и действительно осознать, где он был неправ, да, где он допустил какие-то ошибки. Да, и признать то, что были допущены ошибки, что в данном случае остались, без прощения, например. Да? Тут уже придется, как говорится, принять свое где-то поражение, например. Да? И иметь смелость, признав это, действительно шагать, делать вновь какие-то шаги к личному счастью, раз уж там уже бесповоротно. Для мужчины развод – это неудача? Это какой-то внутренний такой надлом или нет? Я не знаю, насколько это может быть неудачей, но в первую очередь это опыт, потому что мы действительно не знаем, где мое, не мое, да, мы зачастую, бывает, входим в отношения, в брак относительно, бываем мы поспешны в этом, да, относительно чьих-то ожиданий, относительно своего возраста, да, как девушки думают о том, что чтобы не засидеться, да, чтобы все было в свое время, так и мужчины тоже хотят, может быть, в свое время, да, создать семью, пока не молоды, пока не сильны, энергичны, вплоть до того, чтобы иметь своего друга, союзника. Вместе-то бывает проще добиться каких-то целей определенных, да. Разные такие бывают побуждения, чтобы создать эту семью, но одно дело побуждение, одно дело какие-то представления, какие-то перспективы, а другое дело, когда в быту, в жизни люди начинают проявляться в определенных условиях, бывает экстремальных, да, с точки зрения этих эмоциональных потрясений и обстоятельств. И тут оказывается, что да, вроде бы как на берегу договорились, а уже в процессе, да, тут уже, когда пытаешься достать этот договор или просто вести беседу в качестве даже того же психолога, да, допустим, да, спасти, потому что что-то человек может не довидеть, да, недопонимать. А когда ты хочешь спасти семью, конечно, ты пытаешься проникнуть в самую истину. То есть для одного это семья на всю жизнь, да, а для другого абсолютно, опять же, все зависит от воспитания, в какой среде люди воспитывались, да, что на них влияло, какой опыт их, того человека, да, его родителей, что он видел. Оба человека, они, не идеальны, да, но сохранение брака все-таки зависит от того, насколько они хотят быть вместе, да, насколько они желают, насколько им интересно быть вместе. Тогда они... Но не как ради детей. То есть это не сдерживающий фактор. Да, это, конечно, не сдерживающий факт. Приходит к тому, что женщина с 5 детьми, с 4 детьми, она просто разрывает все. Нет. Потому что если она не находит, или он, или она не находит... Да. Момент очень болезненный, как для женщины, так и для мужчины. Оба понимают, что, конечно, хотелось бы, чтобы ребенок воспитывался в полноценной семье. Но, тем не менее, когда речь уже заходит о том, что человек просто элементарно несчастлив, да, а постоянно... То есть руководствоваться лучше горюет, собственным счастьем. Да, и он понимает, что это бесперспективно, и нет какого-то взаимопонимания, и когда это все на одном месте топчется месяцами, годами, и это все уже истощает... Лучше поставить точку. Наверное, да, приходится принимать такое решение. И, может быть, оно бывает действительно и к месту, и
и правильнее, и мудрее. Тут каждый сам для себя понимает, насколько он поступает мудро и правильно, то есть относительно своих каких-то. Но на этом жизнь не заканчивается. Естественно, да, нет. И есть жизнь какая-то и после развода. Я же опять экспериментировала с опросами и насобирала тут некий список стереотипов, да, по поводу того, как в нашем обществе относятся к разведенным мужчинам и женщинам. Опять же, говорю, что это абсолютно не репрезентативная история, это так маленький опросик для себя, что называется. Итак, что думают о разведенных и как с ними мы себя ведем? Люди думают, что у нас всегда есть деньги, потому что мы их не тратим на семью, то есть мы денежный мешок. Это разведенные мужчины говорят о себе, что к ним прилетает такая вот ответочка, да. Да, ты становишься изгоем на каких-то важных семейных или дружеских мероприятиях. Например, разведенную или разведенного побоятся пригласить на нишан-дува или на никях, потому что могут своим статусом сглазить. Тебя редко зовут что-то отпраздновать, особенно когда собираются все семейные. Если ты не женат, твоим временем распоряжаются как своим. Тебя исключают из социальной жизни. Если у тебя на улице или в подъезде что-то планируют совместно отремонтировать, с тобой не советуются, не спрашивают твоего мнения, но финансово ты должна участвовать. Никто не спросит, как ты справляешься, но оценку твоим стараниям поставят. На тебя смотрят либо с жалостью, либо с презрением. Некоторым мужчинам кажется, что разведенная женщина будет счастлива любому вниманию со стороны мужчин. Разведенная женщина должна быть скромной и незаметной, жить только домашним бытом. Разведенного мужчину всегда пытаются женить, влезть в его личную жизнь или наоборот. Статус разведенного приравнивается к преступлению. От хорошего мужика женщина не уйдет. Сусанна Ханум, что откликается? Что есть правда, что нет? Что домыслы? Ну, я уже задевала эту тему, да. Это на самом деле правда. Люди почему-то находят в себе право влезть в твои границы и решить за тебя, что сделать. Скажем так, вот было, прозвучало, что тебя женят без твоего ведома, да, тебя находят, а почему бы и нет, а ты же с детьми, да, вот так, да, вот сяк. Либо вот исключают тебя из каких-то мероприятий. Но, слава Богу, Аллах чок шкурлер олсун. Меня окружают очень адекватные люди, и мы всегда собираемся, какой-либо, да, скажем, посиделка, я обязательно там есть. Независимо, женаты они, не женаты, вся моя компания, они всегда в первую очередь позвонят мне. Но есть прям... Прецеденты. Так, да, такие, скажем. Зачастую, знаете, это, наверное, больше меня задевает, если это делают религиозные люди. Зачастую это делают религиозные люди. Они говорят, ну, тебе нельзя больше в мою семью приходить. Пожалуйста. Ну, как бы вот это все, да, ты преступник. Хотя, вы знаете, разведенный любой человек, ну, лично из себя исходя, он занят только своей жизнью. Проблем достаточно. Да, вот как сказала мне Ханум, да, вот, мне, вот как бы это некрасиво ни звучало, мне очень нравится прям эта фраза «наплевать». Вот просто наплевать на чужое мнение. Потому что на самом деле, когда вы ложитесь дома спать, никому не нужно, что у вас там происходит. Но когда вы утром выйдете на улицу и одели что-то, вот это больше интересует людей. Ну, если их интересует больше картинка, приходится просто себя вот огораживать. Исключать, скажем так, токсичных людей, да, из своего общества. Лилия Ханум, мы с вами точно сейчас не поменяем общество, но можем хотя бы прояснить, да, как это происходит, как выстраивать свою жизнь после развода, как выстраивать свои отношения с обществом, обращать внимание на то, что происходит вокруг, или не обращать внимания. Вообще, как бы модель поведения после развода для мужчин и для женщин, вообще она одинаковая или разная? Я думаю, что одинаковая. Вообще, на самом деле, это огромная боль, мне кажется, всех людей, потому что наше общество настолько впадает в крайности, да, либо полное отвержение тебя. Это абсолютно какое-то бездумное, это глупость нашего общества. В большинстве своем, к сожалению, мы глупы. И это тоже про ту же самую безответственность. Развод с точки зрения психики для человека равнозначен смерти партнера. То есть вот эти все этапы горевания, отрицания, гнева, вот этого всего проходит человек точно так же, как при смерти мужа, так и при разводе мужа там, или жены. Да? И у нас ведь жертву насилия принято топить. А что же говорить разведенный человек? У нас принято топить.
Поэтому вот здесь я как раз-таки за вот это вот направление, вот здесь вот автономность, воспитание в себе автономности, внутренняя опора на себя, пробуждение некой индивидуализации, вот здесь оно к месту. Вот здесь оно будет без крайности. Когда ты вышла из брака, и ты понимаешь, что вот теперь ты точно только на себя опираешься. Не на общество. Мы много в жизни проходим, к сожалению, очень кризисных и трагичных моментов, когда мы вдруг оказываемся наедине с собой и с Всевышним, когда общество поворачивается к тебе спиной, и никого ничего не интересует. Интересует только в грязном белье покопаться и кости перемыть. К сожалению. Меняется ли общество? Я думаю, что да. Все-таки зрелых, здравых, разумных людей, эмпатичных людей становится все больше. Но, тем не менее, не нужно ни на кого рассчитывать. Нужно рассчитывать на себя. Вышла ты из брака, больно тебе, плохо тебе. Во-первых, найди тех людей, которые могут тебя именно поддержать. Не советы давать. Давайте быстро мужа найдем. О, давай вот этих детей там куда-нибудь. А давай вот это. Не нужны разведенному человеку ваши советы. Ему нужно самому сейчас вот это все переварить, определиться, в какую сторону пойти, куда смотреть, да, что себе дать. Вы просто будьте рядом, безоценочно. Вот это самое сложное для нашего общества. Безоценочно. Дальше этому человеку нужно понять, что вот здесь я не могу, я настолько нуждаюсь там, в любви, да, в чем-то еще. Вот не могу я сам или сама. Да. Иди к специалисту. Мне кажется, что все-таки общество уже больше проявляет смиренности перед развитием психологии, хотя для нас это все еще немножко страшновато, но тем не менее уже все больше мы это принимаем. Иди к специалисту, опять же, не глядя в данном случае на общество. Психологи не меняют твое мировоззрение, психологи не перекраивают тебя полностью. Наоборот, они помогут тебе увидеть твой ресурс. В каждом человеке психология строится на работе с человеком в том плане, что все ответы, все ресурсы есть внутри тебя. Просто когда мы страдаем долго, что-то терпим и мучаемся, у нас такое линейное мышление, знаете, как на коне вот эти вот забрала, или как они там называются. И задача психолога вот это открыть, да, и позволить человеку, да, посмотреть по сторонам. И когда человек начинает уже не линейно, а как-то системно, как-то более осознанно, глубоко, да, взвешенно, ему становится легче найти варианты решения тех проблем, с которыми он сталкивается. Как менять общество? Только с самих себя, потому что есть такая штука, вот Маслоу, он очень много говорит про самоактуализацию, самореализацию, самооценку. У него очень классное такое замечание есть, что когда человек начинает работать над собой, вот невозможно сформировать добро только для самого себя. Добро всегда возможно только тогда, когда ты выводишь его за пределы себя и отдаешь еще другим людям. Только так может существовать добро в обществе. Да? И вот работая над собой, когда ты выдаешь это в социум, ты формируешь вокруг себя то общество, которое сможет тебя правильно поддержать, которое сможет тебе дать то, что нужно, и твоим детям в первую очередь. Только так мы будем. Это очень долгий процесс. Это мы сейчас поговорили, там, да, кто-то сказал, ой, ерунда, опять вот это вот, вы все какую-то фигню несете. Это долгий процесс, и каждый, кто встает на этот путь, должен понимать, что не просто это будет. Но если благодаря нам хоть кому-то станет сегодня легче, хоть кто-то поймет, что к нему безоценочно, я не буду говорить, плохая она, плохой он, что они развелись. Я вообще не знаю, что было в их семье. Никто никогда не узнает, что происходит внутри семьи, пока там не поживет. Это невозможно. Поэтому кого-то оценивать, клеймить. Да занимайтесь своей жизнью, в конце концов. Да? Вы вот с этим очень плохо справляетесь, честно скажу. Саумас, и мне, Ханум, последний вопрос, и мы на этом закроем эту тему в сегодняшнем разговоре, потому что говорить на эту тему можно много. Мы все готовы к тому, что у нас будет красивая свадьба, нас готовит общество к этому, да? Да, обязывает. Да, обязывает. О чем мы должны подумать, когда мы готовимся к браку? Какие юридические или правовые моменты, о которых мы должны позаботиться до брака, чтобы не столкнуться с какими-то печальными последствиями распада брака? Угу. Я бы сформулировала это так, когда заключаешь брак, надо всегда думать о последствиях этого вашего шага. Да? Помимо того, что это будет прекрасная семья, будут прекрасные дети, конечно же, нужно опять-таки помнить о правах и обязанностях вот в этом союзе, в этом договоре между мужчиной и женщиной. Да? Конечно же, это
сам образ этой семьи, ее определенные внутренние правила, там, цели. Все-таки семья, муж и жена, они не смотрят там друг на друга всю жизнь, они должны смотреть в одном направлении. Да? Это будет как такая идеальная формула семьи. Вот. Но бывает так, что расторгаются браки. И тогда здесь нужно думать именно о тех правовых последствиях, которые влечет за собой расторжение брака. Прежде всего, если имеют место, конечно, дети, это нужно быть готовыми к тому, что обязанность на содержание, воспитание этих детей возлагается на обоих родителей в одинаковой степени. Здесь не нужно возлагать только там на отца или только на мать, с которой остаются дети и так далее. Конечно же, необходимо думать о правовом режиме того самого имущества, которое было нажито в период брака. Да? То есть там совместно приобретенное автотранспортное средство, совместно приобретенный там жилой дом или же земельный участок и так далее. Или там какой-то бизнес вел мужчина. И тут будет речь идти, например, о праве женщины на долю в этом бизнесе. Да? Но в этих случаях некоторые очень грамотные и такие продвинутые семейные пары заключают там брачный договор или там брачное соглашение и так далее. Идут к психологам, консультируются, советуются, к юристам, как правильнее сделать, чтобы это было выглядело достойно, там, без всякого там такого меркантильного, такого, знаете, рационального момента. Но вместе с тем это, будем говорить так, правильная культура создания семьи. С одной стороны. Очень хорошее выражение. Я бы сказала, вы знаете, вот у нас, к сожалению, отсутствовало определенное время и политическая культура. У нас ее не было, понимаете? Отсутствовала, я уже говорю, что там отсутствуют общие нормы культуры, но должна быть еще и семейная культура. Это то, о чем вы говорили, да? Вот нужно быть готовым к созданию семьи. И нужно понимать, что семья – это не только там кукла на машине, там, да, красивая свадьба, там, и там, да, вот там идеальный там, розовый вариант, там дети, мальчик и девочка и мальчик и так далее. Да, там все прекрасно, все хорошо, но нужно быть готовым ко всему, в том числе и к таким ситуациям, как расторжение брака и соответствующим правовым последствиям этого. Это, к сожалению, не к сожалению, а как констатация, будет затягиваться на определенный длительный период, пока дети не достигнут совершеннолетнего возраста, да, пока вы там не разберетесь в своих там каких-то материальных вопросах и так далее. На это тоже требуется определенное время и подготовленность к этому процессу, ресурсы, как человеческие, ваши моральные, да, внутренние, эмоциональные, так и, естественно, материальные. Чохсаунус. Ну что ж, это был достаточно и сложный, и эмоциональный разговор. Я еще раз благодарю наших гостей и спикеров. Почему? Потому что действительно говорить на эту тему очень сложно и очень личная тема. Делиться личным, точнее, всегда непросто. Но завершить я хотела бы тем, что мы не говорим, что развод – это норма. Мы не говорим, чтобы каждая вторая семейная пара при любой возникшей первой трудности расторгала брак. Нет. Мы настаиваем на то, что семья – это та ценность, которую нужно сохранять. Но прежде чем создавать семью, вам точно нужно понять, с кем вы ее создаете. Вам точно нужно понять, кто вы и какую ответную реакцию, ответное чувство вы ищете. Мы говорим про ценности и ради чего вы создаете семью. Не ради однодневного праздника, а ради долгой и счастливой жизни. И самое главное, я поделюсь фразой Лилии Ханум: делитесь добром. Чохсагунс, это был проект Меркес, Горушкенджи.